Эти люди являются притеснителями. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بسم الله, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, ассаляму алейкум ва рахматуллах. К большому сожалению, в наше время есть много людей, которые, проезжая на своих дорогих автомобилях мимо домов, шумят сильно. Будь это старики или же маленькие дети, от этих звуков просыпаются, они беспокоят этими звуками машин. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам говорил, что мусульманин не должен притеснять другого мусульманина. Одном из хадисов пророка, алейхи салату вассалям, который передает Абу Хурайра, радиаллаху анху, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе говорит: «Атадруна маль муфлису?» Знаете ли, кто такой банкрот? Спросил пророк, алейхи салату вассалям, у своих сподвижников. Сподвижники сказали: «Аль-муфлису фина ман ла дирхама лаху ва ла мата'a». Банкрот – это тот, у кого нету имущества. Тогда пророк, алейхи салату вассалям, сказал: «Инналь муфлиса мин уммати я'ти яумал киямати биссалатин ва сиямин ва закатин». Поистине банкрот из моей общины – это тот человек, который придет в судный день, будучи совершив намазы, также держа посты и выплачивая закат. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перечисляет его плохие качества тоже. «Ваяти кад шатама хада», однако он оскорбил кого-то. «Ва кадафа хада», кого-то оклеветал. «Ва акаля маля хада», также поедал чужое имущество. «Ва сафака дама хада», проливал чужую кровь. «Ва дараба хада», и ударил кого-то. То есть пророк, алейхи салату вассалям, перечисляет плохие качества тех людей, которые хоть и совершали намазы, выплачивали закат и держали пост, но эти плохие качества сделают его банкротом. Каким же образом сделают эти качества его банкротом? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этом хадисе говорит: «Фаю'та хада мин хасанатихи», отдадут из его хороших деяний тому, кого он притеснил. «Вахада мин хасанатихи», другому, кого он притеснил, ему тоже дадут его хорошие деяния. То есть каждому, кого он притеснил, будут давать его хорошие деяния. «Фаин фаният хасанатуху кабла ан юкдама алейхи», и когда не останется его хороших деяний до того, как завершится его суд, тогда Всевышний Аллах сделает так, что заберут грехи этих людей, которых он притеснил, и Всевышний Аллах бросит их грехи в его лицо. «Фумма туриха финнари», затем самого этого человека тоже бросят в адский огонь. Этот хадис передает имам Муслим, достоверный хадис пророка, алейхи салату вассалям. Из этого хадиса пророка, алейхи салату вассалям, мы понимаем, что человек хоть даже совершает намазы, хоть даже он говорит, что он мусульманин, но однако он притесняет своего брата мусульманина любым методом, какой бы метод ни был, хоть словами, хоть действиями. В нашем случае, который я привел вам пример, эти люди, которые по ночам мешают людям спать, шумят на машинах, эти люди являются притеснителями. Пускай Всевышний Аллах очистит наши сердца от притеснения, сделает нас искренними мусульманами, которые не притесняют друг друга. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.